Крысціна Ціманоўская, беларуская, а цяпер і польская спартоўка, а дакладней спрынтарка, якая спецыялізуецца ў бегу на 100 і 200 метраў. На радзінга Клімавічаў, што на Магілёўшчыне Ціманоўская паспела праславіць і Беларусь. Гэтак у 2016-м бягуха стала чэмпіёнкай краіны, а ўжо ў наступным заваявала срэбра на 100-метроўцы чэмпіянату Еўропы сярод моладзі, а ў 2019-м золата ў летняй універсіядзе. У 2020-м была сярод беларускіх спартоўцаў, якія асудзілі гвалт супраць мірных дэманстрантаў і назвала дзеянні гэтак званых сілавікоў незаконнымі і непрымальнымі. У 2021 годзе Крысціна мелася прадстаўляць Беларусь на летняй алімпіядзе ў Токіа. Аднак у выніку скандалу, звязанага з непрымальнымі паводзінамі кіраўніцтва беларускай каманды і ў выніку распачатым супраць ціманоўскай цкаваннем, з'ехала ў Польшчу, дзе паспяхова працягнула сваю спартовую кар'еру. 22 жніўня Крысціна зрабілася чэмпіёнкай Польшчы ў лёгкай атлетыцы, адолеўшы дыстанцыю 100 метраў з найлепшым вынікам у 11,38 секунды. Гэта першае золата спартоўкі пасля ад'езду з радзімы і атрымання польскага грамадзянства. І вось яна, зорка, чэмпіёнка і медалістка, Крысціна Ціманоўская. Крысціна, вітаем і віншуем з новай перамогай. І як мы ж прыгожа віншуем. Мы? Ты? Мы? Я? Раніца з Белсатам, кажы, раніца з Белсатам. Раніца з Белсатам віншуе цябе з перамогай. Дзякуй. Дзякуй табе вялікі, дзякуй. Як кажуць, шмат аплодысментаў, нашы гледачы, нашы слухачы. Ну, прыгожа, прыемна. Ты зараз чыя зорка, беларуская ці польская? Ну, получается... Я не знаю, наверное, белорусско-польская. Ты была чемпионкой Беларуси по бегу на 100 метров? Нет, на 100 и на 200. На 100 и на 200. Причем 25 раз. А зараз ты чемпионка Польши. Ну, вось пра гэтае. Перамога на чэмпіянаце Польши. Вось 7 дней таму гэта было. Як шла да гэтага поспеху? Мы бачылі, як ты пачала гэтую новую частку кар'еры. Ці павіншаваў цябе муж? Ці павіншавалі цябе нейкія беларусы? І як сама сябе адчуваеш ты пасля перамоги? Скажу так, что после переезда в Польшу и вступления в сборную, наверное, это была моя одна из таких задач номер 1 – стать чемпионкой Польши. Потому что чемпионкой Беларуси я была 25 раз. И да, узнала об этом, кстати, на суде, когда был процесс разбирательства после ситуации в Токио, потому что сама никогда не считала. И моя такая задача была стать чемпионкой Польши. Помню, что ставила для себя эту цель, как одну из таких спортивных целей после переезда в Польшу. И вот, наконец-то, эта моя цель сбылась, галочка поставлена, поэтому я очень рада. Есть один нюанс. Хотела стать чемпионкой на 200 метров, но удалось выиграть 100 метров. Придется, короче, еще бегать целый год для того, чтобы все-таки выполнить ту самую заветную галочку именно на 200 метров, а не на 100. На 200 пришлось отказаться, потому что после первого дня соревнований заболела. И, как видно, сейчас еще не совсем выздоровела. Вот. Но в любом случае возвращалась с чемпионата довольна. Тренер был очень доволен мной, моими результатами. Помимо чемпионства еще удалось показать лучший результат в этом сезоне, даже несмотря на то, что еще и заболела. С Беларуси, наверное, никто не поздравил. В основном поздравляли поляки, мои болельщики, которые за меня здесь переживают, моя команда, мои родители. В принципе, бывший муж мог бы и поздравить, мой номер телефона все еще есть, но, наверное... Нет. Да. Але смс-ка, там, скажем, А1 МТСу не доходит до польских нумеров. До речі, що дотичиться Токіо, ти ж у понеділок отлетаєш у Японію. Да. Там отбудется чемпионат свету по легкой атлетике. Там же, ты где зараз была Олимпиада. То бок кола замкнецца, і ты ўжо будзеш у новай ролі, але ў той жа краіне. І ну, я спадзяюся, з добрай камандай, з добрым трэнерам, і будзеш атрымліваць асалоду. Якія мэты ставіш? Так, і якая дистанция будет? Мы едем в составе сборной, то есть я еду в составе сборной, будем бежать эстафету 4 раза по 100 метров. И я думаю, что у нашей эстафеты есть довольно сильные шансы, потому что девочки в этом сезоне хорошо продвинулись по результату.
И у нас есть еще лидер тоже, Эва Свобода. Она была травмирована, но надеюсь, что как раз-таки к чемпионату мира она восстановится и тоже будет в хорошей форме. Поэтому мне кажется, что сейчас вот тот состав, который мы имеем на эту эстафету, сильнее, чем был в Будапеште. А в Будапеште мы были пятыми. Поэтому я очень сильно надеюсь, что у нас получится либо повторить успех Будапешта, либо еще его превзойти. Слухай, а ти ось увогуле сочиш за лёсам трэнера, з якога ўсё пачалося тады на Олімпіадзе у Токіо? Моисеевич, Юрий Моисеевич. Честно, нет. Во-первых, он не является тренером Нет? в сборной, он просто был главным тренером, который отвечал только там за подписание бумажек, но он никого не тренирует. И, насколько известно, после нашего суда его чуть повысили даже в должности. По-моему, он стал то ли директором Центра олимпийской подготовки. В общем, точно я не знаю, но я не сильно слежу. З такой пяшотай казала пра каліжанак польскіх па тваёй камандзе, з якой вы пляціць у Японію. Як увогуле за гэтыя гады вось вы знайшлі кантакт з калегамі па камандзе, як польская зборная, польскія трэнеры тебя прымалі і як гэтыя адносіны складваліся? Я скажу честно, что это было нелегко. И первый год в команде был очень тяжелый, в том числе и психологически, потому что не сразу меня приняли. В связи с тем, что пришла девочка из... Пробач, а ты одразу пасля переезду в 2021 уже пришла? Праз год. Да, потому что я год ждала гражданства, и когда получила гражданство, уже тогда имела возможность выступать. Разумела. Да, потому что по правилам без гражданства, к сожалению, нельзя. Когда вступила в сборную и выступила на первом чемпионате Польши, тогда взяла серебро, и девочки очень негативно ко мне настроились, потому что пришла белоруска, забрала 2-е место и забрала 1 место в эстафете, потому что в эстафете бегут 4 человека. Соответственно, 4-й человек, который был до меня, выпал из этой эстафеты. Я встала на его место. И пришлось 2 года налаживать связь с девочками. Где-то, скажем так, на Олимпиаде, которая была в прошлом году, нам удалось уже сблизиться. Во-первых, потому что мы уже 3-й год подряд выступаем в одной команде. Ну, невозможно находиться постоянно в каком-то негативном ключе, потому что это эстафета, и чтобы хорошо получалась эстафета, нужно иметь дружный состав. Но в этом году, я думаю, что произошло наше самое близкое сближение, потому что нам поменяли тренера. И это тоже очень интересный момент, так как после Олимпиады вся наша эстафета написала письмо в федерацию о том, что мы требуем смены тренера, потому что тренер вносил раздор в нашу команду. И это действительно было так, да, и нам было тяжело даже находить контакт друг с другом из-за того, что тренер не сильно помогал нам в этом, а наоборот, даже где-то моментами тренер нас настраивал друг против друга. Это такая спортивная демократия, отрымливается? Да, и мы обратились в федерацию, написали письмо, и федерация на это отреагировала. Было несколько заседаний внутри федерации, где были девочки, наши тренера, тот тренер, на которого мы написали жалобу. И все, поменяли тренера. Теперь у нас тренер, который вносит нам такую дружественную атмосферу в команду, он нас всех сплотил. И скажу, что сейчас вот у нас нету такого духа соперничества. Сейчас каждый раз, когда мы на соревнованиях, мы, по моим ощущениям, мы как друзья. Вот у нас есть такая 4 крепких девчонок. Мы друг за друга очень сильно всегда болеем, переживаем, поддерживаем. Даже когда бежим на одной дорожке, на одной дистанции, все равно все друг за друга, и каждая радуется результатам другой девочки. Ну, такі прыемны досвед, што нешта можна змяніць, нават калі ёсць кіраўнік, калі ёсць каманда, якая кажа, не, рэзультаты павінны быць лепшыя. Вось. А ў Беларусі магчыма было такое вось раней, каб, напрыклад, ваша зборная там змяніла чалавека, які кіруе камандай ці трэніруе? У меня был похожий опыт с моим личным тренером, когда у меня не было результатов. Я пришла к главному тренеру и сказала, что есть причины на то, почему у меня нет результата. Причина является тренер, который не хочет менять мой тренировочный план, на что мне сказали, что ты как бы спортсменка, твое дело просто молча тренироваться, а тренеру виднее. Поэтому если ты плохо бегаешь, значит, ты просто плохо бегаешь. Дело никак не в тренере. Вот. Но потом, когда я сменила тренера, почему-то стала бегать быстрее. Ну вось, ёсць залежнасць. А які твой зараз результат на 100 метров? В этом сезоне был 11:38. Я просто пытанне, каб было. Уяві сабе, 100 метров гэта длина футбольного поля, ад ворот до ворот. И вот эту дистанцию за 11 секунд.
з чымсьці. Ну, для мяне вось гэтая дыстанцыя ўжо 11 секунд. не працуе. Ты казала, што яшчэ адчуваеш сябе не вельмі добра, што таму 200 метраў не бегла. А ў панядзелак так В понедельник Уже мы Япония. летим, да, мы Ага. там будем находиться сначала 2 недели на, это называется акклиматизийный обуз, и он нам нужен для того, чтобы привыкнуть, во-первых, к новому часовому поясу, адаптироваться под погодные условия, потому что варшавские погодные условия немножко отличаются от японских. Плюс нам нужно, опять же, 2 недели на то, чтобы снова потренировать передачу эстафетной палочки. Я думаю, что как раз-таки к 16 числу, когда будет уже начинаться чемпионат мира, я буду вполне себе здоровой. А ты нічога там не робіш, лекі не прымаеш? Я так разумею, што нельга шмат лекаў, нельга некаторыя прэпараты. А як допінг, гэта ж- як Да. лікуюцца тады спартсмены? Мёд і вада, мёд і гарбатка? Ну, получается так, потому что, к сожалению, на самом деле большинство лекарств нам запрещены. Даже элементарно мы не можем пырскать спрей для носа в нос, потому что он является допингом. В нашем случае это могут быть какие-то капли на основе трав, спрей для горла просто увлажняющий и полоскание горла обычными народными методами. В общем, я лечусь народными методами. А ўвогуле, як пачынаецца чэмпіёнскі дзень? Вот вось раніца. З чаго пачынаецца раніца? Ну, у меня теперь с прогулки с собакой. Так. И Ну, пока вы я зябра. гуляю с собакой, как раз я себе делаю стакан теплой воды с лимоном. Пока гуляю с собакой, пью стакан воды, прихожу в себя, пробуждаюсь, возвращаюсь, кормлю собаку, кормлю себя, готовлюсь к тренировке и иду на тренировку где-то к 11 часам. К 11 на трэніроўку, тады вось пад'ём у які час? В 9 обычно, Ой, 9, нормалёво. 9:20. Нормалёво. Отлично. Колькі трэніровак у дзень? Сейчас одна, потому что сейчас соревновательный период идет, и в соревновательный период у нас одна тренировка. Когда у нас идет подготовительный период, это, скажем так, первые 2-3 месяца подготовки к соревнованиям, то тогда мы можем делать по 2 тренировки в день. У. 2 у дзень. Я нават не разумею, як гэта можа... И Я не могу. между ними разница 3 часа. То есть у нас есть обычно 3 Што ў гэты часа. час рабіць? Мы обедаем и отдыхаем. Иногда, по возможности, если, например, находимся на сборах и есть массажист, можно сходить себе сделать какую-то физиотерапию. Дома у меня есть, например, какие-то подручные средства для того, чтобы сделать там прессотерапию, либо электростимуляцию. Лежишь, отдыхаешь, восстанавливаешься и идешь на вторую тренировку. То бок гэта праўда. Я учора глядзела Крыштіану Роналду робіць вось у працэдуры дома. То есть кожная спартоўка і спартовец павінны таксама яшчэ нешта рабіць для свайго цела. Я не магу цябе на паўгадзіны выцягнуць з хаты, каб пацыраваць дзесьці Я- вакол дома. У меня філасофская. Філасофская. Я нібыта Будда, я нешта, я павінна быць не тут, не ў гэтай частцы. Мы можам сказаць, што зараз, ну не зараз, увогуле, усё твоё жыццё гэта менавіта спорт. І больш нічога, акрамя спорту, цябе не цікавіць і не павінна, і не мусіць цікавіць. Хотя нет, Гэта, я ну, не гэта ж- соглашусь. А спорт і сабака. Ну, помимо спорта в моей жизни еще присутствует ведение блога и создание контента, так как мне это нравится. Я сачу за ўсім. Да, и в последнее время мне очень нравится создавать так называемый UGC-контент, новая трендовая ветка, да, направления креаторов. Это когда ты для любых брендов создаешь такой обычный лайфстайл-контент, который не должен смотреться как реклама. Ага. И зачастую я это делаю либо через какие-то приложения с брендами, подписываю договоры, делаю, либо просто делаю сама из того, что есть у меня дома, потому что меня это отвлекает, мне это нравится, меня это в какой-то степени заряжает. И, в общем, свободное время пытаюсь как-то вот так проводить. То бок, ти вийшла на той шлях, про який марить кожний, ну не кожен спартовець, зорка, спартовець і нехта медыйны, калі у цябе ўжо пачынаюць з'яўляцца нейкія контракты, ну, на Рекламные нейкія контракты, так інтэграцыі, так падаецца. Да, но Бок- рекламные контракты, они были уже давно. То есть еще Так. с 2017 года у меня, например, есть контракт с фирмой Nike, и его я получила за серебро чемпионата Европы. И как бы все это время, начиная с 2017 года, у нас подписан договор, на основании которого я продвигаю бренд через то, что публикую в соцсетях там, видео, фотографии в бренде Nike и выступаю на соревнованиях тоже в этом бренде. А сейчас, конечно же,
с ростом блога, с тем, что я более активно начала заниматься созданием контента, ко мне приходят другие бренды, бренды спортивного питания, бренды какой-то техники для дома, бренды одежды обычные, поэтому да, сейчас появляется больше возможностей и как бы больше коллабораций, которые в принципе, я стараюсь отбирать для себя и выбирать только то, например, что мне действительно нужно, потому что если брать все подряд, то просто будешь распыляться и не будет вообще свободного времени. Караценькі адказ на караценькае пытанне. Калі з'явіцца магчымасць вярнуцца ў Беларусь, і ўсё будзе добра, і тебе запросяць у каманду, у зборную каманду Беларусі, вернешся? Нет. Дзякуй. А ўсё, раней трэба было. Гэта была новая чэмпіёнка Польшы і чэмпіёнка Беларусі. Таксама 25 разоў, так? Удзельніца алімпійскіх гульняў Крысціна Ціманоўская, яе бліскучы медаль, яе пасмешка, яе энергія. Дзякуй вялікі, што прыйшла да нас у гэтую гадзіну.